Доброго дня, дорогие телезрители! Всех с праздниками, с прошедшим праздником ИСЭХ. И сегодня день летнего солнцестояния. И я не говорю про какие-то фермерские хозяйства, я говорю про то, что в частных подворьях трава вырастает уже до ужасающих размеров. И мы сегодня хотели бы разобрать те устройства, с помощью которых вот это вот можно привести более или менее подходящий вид. Сегодня отмечается не только день летнего солнцестояния, но и много других, скажем, дат, да, поэтому я буду по сдержанию. Начну вначале с очередного розыгрыша. У нас традиция появилась с Дарьей Анкехова разыгрывать замечательные призы на нашем инстаграм-аккаунте подворье _, ЯК24, то есть передача подворья, которая выходит на телеканале Якутия-24. И усилиями наших партнеров, уважаемых представителей компании Bosch в Якутске, мы разыгрываем замечательный аккумуляторную отвертку Bosch Go хит сезона, которая должна быть в каждой машине, в каждом хозяйстве на самом деле. Условия розыгрыша очень простые, они традиционные. Нужно быть подписанными на аккаунт подворье ЯК24, на аккаунт магазина Профи Маркет представителя Bosch и на мой аккаунт. Я воспользуюсь уже случаем, потому что, ведут розыгрыши и прочее я, поэтому логичнее будет на мой аккаунт тоже быть подписанными. И проверять, соответственно, буду подписки тоже я. И аккаунт на момент розыгрыша, это будет через неделю, в следующий понедельник, ваш аккаунт должен быть открытым. И укажите обязательно в комментариях двоих таких же вовлеченных в домашнее хозяйство, в домашнее подворье. И у вас будет, как показывает опыт прошлых розыгрышей, порядка 1 шанс из 60, 1 шанс из 80, чтобы стать обладателем вот этой вот замечательной, еще раз говорю, аккумуляторной отвертки. Подписывайтесь и зарабатывайте своими подписками наши замечательные призы от наших партнеров. И сегодня, еще раз говорю, мы говорим о тех устройствах, которые помогают привести усадьбу в порядок. Вот, Андрей, покажи, пожалуйста, в каком виде трава у нас. У нас сегодня 22 июня, и трава вырастает вот до таких размеров. И с помощью чего можно вот это вот безобразие привести более-менее такой надлежащий вид. И мы сегодня хотели бы... Наш собеседник сегодня Ярослав. Ярослав специализируется на том, что предлагает якутянам то или иное оборудование, которое помогает еще раз привести вот эти вот поля травяные в более-менее надлежащий вид. Здравствуйте. Здравствуйте, Ярослав. И давайте я буду солировать, и вы подтверждаете, да? Просто из тех устройств, которые я знаю, это и сетевые, это и аккумуляторные, я возьму на себя, а те, что касается, скажем так, профессионального сегмента, да, это все к Ярославу. Начну я с замечательной, отложим при сторону, самая распространенная модель, с помощью которого любая бабушка может привести свою лужайку в более-менее такой надлежащий вид. Это сетевой триммер. Весит он порядка 4 килограмма. Да, 4 килограмма, еще раз, может справиться любая бабушка. Вот продемонстрируйте, как рабочий хват. Немножко удлиняется вот этот вот шток. Сейчас он стоит на максимум у нас. На максимуме, да? Видите, вот достаточно короткий шток, это один из таких. То есть, бабушки-то у нас обычно роста такого. Да, метр с кепкой, в прыжке, да, и с помощью лески, которая намотана на бабышку, они продаются обычно в комплекте с бабышками. Да? Леска такая, она бывает двух видов. Есть хардкорная, есть такая, софткорная. Не хардкорная, правильно называется, так сказать... По кустам тоже. И по кустам. Она правильно называется, так сказать, керамическая, можно так даже сказать, с добавками керамическими. Вот это более леска, такая прочная и довольно-таки изноская. Износостойкая. То есть по доскам пройтись энное количество раз, это ничего страшного, да? Вполне. Да. Очень короткий, смотрите, вот это вот что?
Вот это вот что, товарищи производители из Bosch, да? Ну, И опять же, немного оправдаю то, что сюда подключается довод-удлинитель. То Ага. есть по-другому работать действительно с такой техникой, ну, не очень удобно. Но Не, ну- довод-удлинитель всё-таки. Ярослав, есть один выход, можно на себе таскать инвертор, да? Ну, это было бы Инвертор совсем- и автомобильную аккумуляторную батарею, в принципе, можно минут 20 сделать, ну, работы, скажем так, предоставить. Вот это вот регулируется, ну, в нескольких положениях. С помощью барашка можно, в принципе, выставить такое более удобное положение. Чуть посильнее. Тихо-тихо. Нет, чуть посильнее. Она тут идет Тихо-тихо. специальным Ага. креплением. Поэтому регулируется чуть Ну, сильнее. да, давайте закрутим. Триммер оставим в сторонке. Но все-таки, еще раз говорю, он более для той категории населения, которая, ну, еще раз говорю, для пенсионеров. Вот это вот. Вот это вот, это тоже на леске. Замечательный инструмент. Бабышка здесь посерьезнее, да? Да. Бабышка здесь посерьезнее. Это представитель аккумуляторной, скажем, Техники от DeWalt. да, аккумуляторной линейки компании DeWalt. И в чем плюс получается? Вы совершенно автономны от электрических проводов. Достаточно удобное, скажем, вот применение. И можно подержать вот микрофон? Да. Продемонстрирую. Здесь есть очень хитрый переключатель. И ай, замечательно, вообще замечательно, супер, потому что, ну, это DeWalt, это Америка. Ярослав, я так понимаю, здесь стоит 18-вольтовая батарейка на 5 ампер. Да? Насколько ее хватает? Ну, две регулировки оборотов, грубо говоря, скажем. Да, тут- Малая, высокая. Время работы колеблется от 30 минут на малых На малых оборотах? и на больших оборотах. А нет, наоборот, Да, на больших 30 больших, минут? Да. Да, вот И здесь вот. на малых Ну, порядка всё-таки часа, да? чуть-чуть запутались. На малых оборотах 50 минут, грубо говоря, работы. Мгм. И на высоких оборотах минут 30 работы Мгм. от одного аккумулятора. От одного аккумулятора. А давайте посмотрим, как DeWalt справится, ну вот скажем так, вот с этим вот молодой порослью тольничка. Может она справиться проблем. или нет? Давайте, Андрей, проследуем тоже. Еще раз, я сам перехожу лично как мастер на линейку XR. А здесь какие обороты? Высокие обороты или Сейчас тут стоит 6400 оборотов. большие обороты? Да, довольно большие большие. обороты. Ага. Замечательный результат для, скажем так, аккумуляторной, по сути, детской игрушки. Да это же не сетевое, это как бы это. Ну и что производитель очень такой известный, Black & Decker и так далее. А насколько она еще складывается же, да? Нет, к сожалению, в данном отделе не складывается. Нет, ну в транспортировочном Может положении. разбирается. В транспортировочном положении да. разбирается. А нажмем все-таки, давай сложим, попробуем. А? Вот эти две кнопочки отжать. И на себя. Тут надо еще выпустить. Надо. крепление. В общем, скажем так, рабочий стол нужен для того, чтобы разобрать, привести положение, потому что жесткость вот этого штука, это все-таки одно из требований, ну, техники, которая справляется вот с кустарниками. Не посчитайте нас неумехами и так далее, просто вот нужно отжать две вот эти, вытащить шток вот так вот и сложить, получается, в транспортировочное положение, которое, ну, метр занимает, да? Ну, грубо говоря, да. Метр занимает. То есть в багажник можно, или даже в салон автомобиля можно спокойно положить. И редуктор здесь расположен, да? Да, всё Редуктор верно. здесь? Редуктор здесь. А Механизм находится у двигателя вот здесь. стоп, я хочу сказать, что это бесщеточный, и поэтому расход батареи
снижен. Да, снижен. Получается, а если сюда впендюрить так называемый, простите за выражение, да, если сюда вставить батарейку, которая изменяет вольтаж с 54 на 18, FlexVolt аккумулятор. то хватит часа на 2-3. Вполне должно хватить. Абсолютно Если должно поставить хватить. максимальную комплектацию, Да. то тут можно. Так что, ну, это аккумуляторная, и это леска. Ну, переходим к тем вещам, которые, ну, в разряде, скажем так, от аматюров до профессионального, да. Возьмем хит сезона, вот этот вот штиль, пожалуйста. Всем известная аккумуляторная косилка, это косилка именно, да? Да, это именно сейчас стоит диск Да, специальный. Тут для ножи, крошения. диск, ну, открывается же вот так вот, да? Да, конечно. Давайте откроем. Ага. Вот такая. Максимальное количество оборотов 11,5 тысяч. Это ножик, очень многим знакомый ножик, который, ну, еще раз говорю, справляется на ура с любыми фактически молодыми порослями вот этих вот насаждений. Да? Да, всё верно. Не будем его заводить, ну, не подготовились месяц и так далее. Это такая. Еще раз говорю, штиль, но она весит В районе 6 килограмм. в районе 6 килограмм, да? В районе 6 килограмм вот это вот весит, ремня с собой не взяли, но есть, да, есть на том образце, который мы представляем чуть попозже. В районе 6 килограмм фактически любой, тот, который занимается даже в промышленных масштабах, вот эти фермерские хозяйства и так далее, они знают технику штиль, которая неплохо себя зарекомендовала в наших условиях. И смесь заливается в штиль 1 1 к 50. 1,50. Ну, заводится также. Есть тут дроссель, подгазовка, стоп-старт вот здесь вот. Все ясно. Давайте кладем. И есть у товарищей, в которых сегодня мы в гостях, тестовый образец. Очень такой. Вот по сравнению со штилем это, ну, килограмм 4,5-5, да? Да. 4,5-5. То есть заметно легче, чем штиль. И можно тоже, я вот сейчас попробую одеть. Ремень, значит, таким вот образом, ну, подгонять надо под себя органы управления. И видим, тут насажен диск от циркулярной пилы. Ну, назовем это так, да? Диск от циркулярной пилы. Это особый диск производства компании Маруяма, японской, которая справляется на ура с любой поверхностью. И мы сегодня с помощью Ярослава хотели бы продемонстрировать, как вот эта вот бензиновая косилка справляется с совершенно различными. Хорошо, давайте принимайте рабочее положение. Вот. Одевает очки Ярослав для того, чтобы мы сегодня будем очень по хардкору испытывать вот эту вот технику. Кстати, диск, он вот такого вот вида, да, видите, вот японские все вот эти штучки, акулы, там морепродукты нарисованы, суши, муши и прочая радость, да. И он фактически ничем не отличается от диска на циркулярку, кроме посадочного размера 25,4. То есть, купив такой диск, в принципе, не сможем посадить на циркулярную пилу. Да. И рабочая смесь, Ярослав, тут на масле написано 1 к 100. Данный колпачок мерный на 1 литр. На 1 Двоится, литр. Да, 1 к 100. Бензин 92. Все просто довольно-таки. То есть Развели и все. Вот этого чада, оно меньше, да, который на обычной бензиновой косилке. Да. Вот, иногда же заводят косилки вот эти, ну, не буду говорить, какой производитель, да, и ощущение такое же, как будто КамАЗ проехал, там Есть такое. дым стоит такой, черный, угарный. Давайте, хорошо, сейчас совкорная версия, ну, опять же, трава.
Заглушите двигатель, молодой человек. Инерция у диска очень большая. В это время вот без специального кожуха опасно просто подходить к этому диску. И мы сейчас... Сколько вот эта косилка у вас в тестовой эксплуатации? Лет 5 да? уже. Лет 5. И смотрим, диск не менялся. Нет, ни разу. И смотрим состояние зубьев диска, да? Ну, кое-где поотлетали, видите, вот на пайке кое-где. А в целом, ну, диск еще в состоянии, в рабочем состоянии. Вот так вот. Замечательный, я думаю, результат. Кстати, тут говорят вечный редуктор, да? Да, довольно-таки прочный, как заявлял производитель. Ставили 2 шикоблока и прямо на нем прыгали. Гарантия на данный вал дается 25 лет от производителя. То есть довольно-таки очень надежный и крепкий. Вот вал редуктора, вот, Да? который внутри сидит, да? Все верно. Это же кожух, а внутри, внутри идет вал редуктор. То есть, ну, сделаем поправку, потому что якутские хозяева, да, они сломают любой механизм, абсолютно. Нареканий было, кстати, по Нет? по Ни разу не рекламации? было. Никогда не был. Никогда вообще. Вообще никогда не было. Ну, вообще мечта, а не техника. Хорошо. И обороты регулируются, ну, обычным дросселем, типа на бензопиле «Дружба», да? Да? Получается в принципе, так. Ага. И есть тут, кстати, вот этот ползунок, который позволяет high или low поставить, выставить оборотов. Ну, большее количество или нет. Так, и мы приступаем к самому интересному. Пусть это не прозвучит, скажем так, как бы реклама. Вот смотрите, самые распространенные препятствия, которые встречаются у нас в домашних хозяйствах. Это Дерево, у нас дерево, бетон. бетон и железная труба. Ну, к примеру, от забора, да? Да. Ага. Давай сначала по дереву, Ярослав. Хорошо. Не, по-моему, я там этот... Продолжим? Да. Все. И немножко по металлу, немножко. Это же не болгарка. Ну все, я думаю, более чем достаточно, да, и ну, остается вам, дорогие зрители, поверить на слово, да. Останавливаем диск принудительно, и, ну, я могу сказать, вот эти вот штуки, они повылетали и раньше, но после вот этих вот испытаний, где видим вот следы, ну, реально как будто диск по металлу прошел, да, и видим следы вот здесь на куске асфальта. Здоровые такие свежие выемки. Кирпич, шлакоблок, там дорожное покрытие, тротуарная плитка и так далее. Для этого диска, я так понимаю, не помеха. Но в любом случае, дорогие зрители, есть масса, скажем так, правил безопасности, которые при работе с данными условиями. Вот если с лесками, там, ладно, леска может очень серьезно рубануть кожу там и так далее, то диски и ножи, которые применяются в бензиновых косилках и кусторезах. Чем, кстати, кусторез отличается? Мы же не продемонстрировали на тальнике. Давай, тальник. Чем кусторез отличается от косилки? Диски ставятся просто совсем разные. Совсем разные? Да, совсем абсолютно разные. То есть здесь, грубо говоря, мы диск смотрим, у нас есть защита полностью от попадания камней, и данный диск является универсальным по всему. У кустореза же диск, он идет с 2 ножами, и он подходит только вот к
кусты и, грубо говоря, какая-то мелкая трава. Мгм. Это все по диску. Так, у нас тут тольника не осталось. Следующий, да. Как видим, по сравнению с леской Девольта, производительность у диска Намного выше. намного выше, да, то есть буквально за 5 секунд разобралось вот с этой, вот с этим вот насаждением в виде ну, куста тольника. Ну, замечательно на самом деле изделие. Есть еще категория, которая называется, ну, для богатых хозяйств и так далее, которая называется газонокосилка. Это такая тележка. Все верно. А там что? А там что режет? Там стоит, ну, зависит тоже от модели и бренда, но чаще всего там стоит ножа 3, грубо говоря, лопасти. И они производят действие с помощью бензина, аккумулятора. Также есть сетевые модели. Ну и они идут на одном уровне. Да, Да? на То есть одном уровне. траву, получается, выстригают на одном уровне. И еще раз, о правилах безопасности. Если, вот я как и говорил, леска, она может просто больно ударить, посечь кожу, да, а диск может распилить, если... Да, Да, поэтому здесь все правила безопасности, которые в инструкции прописываются, и все средства индивидуальной защиты, обязательно этим не стоит пренебрегать, просто ради вашего здоровья. А чем профессионально, вот Евгений говорил до того, как мы встречались, вот есть назначение, когда вот профессиональная заготовка сена, да, промышленная заготовка сена. Там какие диски применяются, какие ножи применяются, чем они отличаются от тех, которые предназначены для любительских хозяйств. Ну, как таковой особой разницы нет в дисках. Можно поставить тот и тот. Но по эргономике, разница всё же наверное. По эргономике также. И, ну, разница основная это в зубьях. То есть ножами, куда будет сложнее, вам, можно сказать, спилить траву, сено. Диском, как наглядно мы видели, все очень легко и просто. Буквально 5 секунд и все. Нет, ну разница в 1,5 килограмма между хитом продаж 55-м штилем и японским чудом, да, но она заставляет говорить в сторону лучшей эргонометричности, лучшей, возможно, производительности за счет того, что человек просто меньше устает. Ну да, так и есть. на Есть самом деле. такое, да? Ну все, давайте отложим и общий вид возьмем, Андрей. То, что сообразно, скажем, вашим потребностям, вам следует выбирать, скажем так, технику, которая, ну, абсолютно подходит под ваши нужды, требования, да? Если у вас небольшой участок, там 6 соток и так далее, и там нужно выстричь вокруг теплички траву, пойдет и такой бытовой сетевой триммер, которым, как я говорил, справится, в принципе, любая бабушка. Если у вас участок побольше и трава густая, рекомендуется, конечно, избавиться от проводов и применить аккумуляторную технику. Это может быть не только данного производителя, есть же подобная техника и у других. Да, у Makita есть, у Bosch есть, у любых других. У Неймов тоже бывает, да? На Али есть замечательные образцы китайского производства. И если у вас довольно промышленных масштабах заготовления сена и так далее, ну, следует обратить, конечно же, внимание на бензиновую технику, которая, ну, во-первых, автономна, во-вторых, она более продуктивна, как мы посмотрели, за счет того, что применяется не леска, а специальный нож или диск, как на циркулярной пиле. Ну, спасибо большое за экскурс в чудо-технику, которая позволяет содержать наше подворье, наше хозяйство в относительном порядке, так, чтобы человек, выйдя на улицу, мог взглянуть на такие ровные, выстриженные, аккуратные подворья и сказать: о, замечательно же. А я напоминаю, что и у наших подписчиков в Инстаграме есть
очень большой шанс выиграть вот эту вот замечательную аккумуляторную отвертку. Подписывайтесь, комментируйте, указывайте в комментариях таких же вовлеченных людей, как я, как Ярослав, как те ваши друзья, которых вы обязательно отметите, и у вас будет очень здоровый шанс выиграть вот это вот образец техники производства компании Bosch. Ну, мы с вами прощаемся. Я напоминаю, что у нас идет конкурс, республиканский конкурс бань. Вы присылайте свои заявки, мы рассматриваем уже несколько заявок. В ближайшее время мы пойдем по тем участникам. Присылайте, и у вас есть шанс выиграть замечательный приз, который выставляет наша программа и наши партнеры. Это бензиновый генератор на 7 киловатт. Согласитесь, хороший же приз. Отлично. С ключевым запуском. Так что показывайте свои бани, приглашайте нас и выигрывайте вот наш замечательный приз. А мы с вами прощаемся до завтра. Эта неделя, повторяю, моя. Слава богу, что она короткая. Вчера был праздник. Так что до завтра. Увидимся. Bum 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 bum